Игрушка всегда в той или иной степени являлась отражением своей эпохи. Сегодня детям покупают кукол Братц, роботов-трансформеров и фигурки суперлюдей, Бэтмена, Человека-паука и Супермена. Если это герои нашего времени, то дети советской эпохи имели совсем других кумиров. Отличались взгляды на мир, бытовали другие педагогические приемы и, соответственно, представления о том, какие игрушки должны попадать в руки ребенка. Именно этим и интересны экспонаты выставки «Игрушки моего детства», организованной сообществом «Супермамочки Сибая». Торжественное открытие, состоявшееся в Центре народной культуры и досуга накануне, привлекло внимание публики самых разных возрастов. Элиза Киреева, почетный гость из городской администрации, отметила высокую инициативность, с которой супермамочки участвуют в культурной жизни города. Сразу вспомнил свои детские годы, самые счастливые, самые беззаботные годы. И спасибо нашим мамочкам, что вы все еще в детстве, что вы не забываете свое детство и дарите своим детям такое хорошее, красивое детство. Беззаботное, милое, любящее. И, конечно же, вы делаете очень много большого добра для наших детей, своих детей и для детей города. Большое вам за это спасибо. Все мы родом из детства, и в данной выставке хотели показать игрушки своего детства. Это игрушки прошлого века. Здесь на выставке представлены игрушки и наших бабушек, даже есть такие экспонаты. Хотелось показать современному поколению, что не было раньше ни планшетов, ни компьютеров, ни телевизоров. И тем не менее мы весело проводили время. Юная часть аудитории, собравшейся в зале, в этот день получила возможность увидеть, с чем играли советские дети, и даже лично опробировать большинство экспонатов. Взрослые посетители пришли поностальгировать и еще раз встретиться с друзьями детства. Каждая игрушка, представленная на выставке, имеет свою историю и перекочевала на стенды из личных коллекций участниц клуба «Супермамочки Сибая». Это кукла, можно сказать, юности моей мамы. Если даже... Это, можно сказать, раритет. Мы очень гордимся этой куклой. Сейчас даже таких и не выпускают, наверное. Швейная машинка была вообще рабочая, она функционировала. Тут была иголка, тут все так же, как и на большой. Она шила только одинарным швом. Сейчас, конечно же, иголки тут не осталось, осталась только имитация, что можно покрутить. Сейчас моя дочка играет с ней. Как комментируют родительницы, каждый выставленный экспонат представляет эпоху, когда слово «игрушечный» совсем не означало «бутафорский». Клавиши детского пианино отзывались вполне живым звучанием. Оловянные солдатики на поле боя отрабатывали реальную военную тактику, швейная машинка наносила вполне пригодную функциональную строчку, а каждая кукла отличалась своим характером. Юные посетители выставки, привыкшие имитировать любой опыт с помощью легких касаний по дисплею современных гаджетов, были приятно удивлены новыми для себя тактильными ощущениями. Тут так, идешь, а потом застреваешь, непонятно. Дома есть какие-то заводные, собачки есть похожие. Потому что эти игрушки, они не такие современные, которые каждый день печатаются, а они редкие такие редко у кого таких есть, с памятью какой-нибудь, еще с чем-нибудь. Выставка, организованная в Центре народной культуры и досуга, открыта для свободного посещения горожан в течение 2 следующих недель по будням с 9 до 17:30. Организаторы приглашают сибайцев всех возрастов воспользоваться уникальной возможностью посетить выставку и окунуться в детство образца советской эпохи. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.